32-я сессия Госсовета начала свою работу с обсуждения повестки дня. Членами сразу нескольких партий было внесено предложение о включении в список дополнительного вопроса относительно создания агропарка Сычуань-Чувашия. С его рассмотрения началась работа парламентариев. Мы для всех создаем одинаковые условия. Хоть у нас работают и шведы, и чехи, и немцы, и русские, и так далее. Мы не делим законодательство у всех одно. В отличие от всех наших инвесторов, у китайцев они не могут выкупить земельные участки сельхозназначения. Про это не раз говорили. Кроме этого, они не пользуются никакой государственной поддержкой. Если мы поддержку АПК оказываем, у китайцев таких привилегий нет. Это особенно отличительные такие признаки. Планирую создать экспортоориентированный продукт. Здесь, я считаю, ничего плохого в этом нет. По показателям эффективности рынок сбыта рассматривается Россия и Китай. По показателям эффективности проекта, начало реализации проекта ставится 2019 год, срок окупаемости за 7-9 лет. Еще раз, я сопровождаю каждого маленького фермера, любую организацию, которую пытаемся, как можем сопроводить в пределах рамок полномочий. Сколько было потрачено и сэкономлено бюджетных средств в республике? С докладом выступила министр финансов Чувашии Светлана Енилина, отметив, что при ежегодном увеличении расходов бюджета объем государственного долга планомерно снижается. Республиканский бюджет за 2018 год исполнен по доходам в целом в объеме 49 миллиардов 705,5 миллионов рублей. Потратил регион на 2 миллиарда меньше. Львиная доля ассигнований идет на социальную политику. Система мер социальной поддержки семей с детьми включает 38 видов различных пособий и компенсаций. На социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства направлено более 11 миллиардов рублей. Необходимо отметить, что помимо прямой поддержки, дополнительная помощь гражданам осуществляется посредством предоставления налоговых льгот. В 2018 году это более 1,7 миллиардов рублей, рост к 2017 году на 11,4%. В основном это за счет возврата НДФЛ в связи с предоставлением налоговых вычетов. Немалые суммы выделяются на медицину, образование и экономику. Как отметил председатель правительства Дмитрий Медведев, никакие пособия не помогут улучшить качество жизни человека, если у него нет здоровья. Поэтому в республике обеспечивается такая система развития медицинской помощи, которая позволяет в каждом сельском населенном пункте предоставить высокое качество лечения. Развивается первичное звено. Всего за 6 лет за счет средств республиканского бюджета построено 179 ФАПов. Необходимо отметить, что и в текущем году предусмотрено строительство еще 26 ФАПов. В ходе рассмотрения бюджета 2018 года депутаты поднимали разные вопросы о росте тарифов на отопление, о механизме вывоза твердых бытовых отходов. По поводу развития села до 2025 года, действительно, наша республика тоже активно участвовала в принятии данной программы федеральной. Очень много наших предложений были, они все учтены. По прошлому году по УРСТ, устойчивому развитию сельских территорий, в целом финансирование из бюджета было 950 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета это 223 миллиона. Программа, она будет действовать и в следующем году, как вы сами сказали, что проекты мы будем представлять, и такие же суммы мы планируем получить из федерального бюджета. Достаточно широкое направление данной программы. Тут предусматриваются деньги и на улучшение жилищных условий, и на развитие инфраструктуры сельской местности. На эти цели предусмотрены межбюджетный трансфер муниципалитетам 87 миллионов рублей, которые обеспечат приобретение контейнеров в количестве 6904. А это и есть 61% от необходимого объема. Потребность по данным муниципалитетам на сегодняшний день это 11 319. Вот 61%, как я уже назвала цифру, оно за счет бюджета будет приобретаться. Несмотря на то, что бюджет уже исполнен, на его рассмотрение было потрачено более 2 часов. Остальные вопросы также были рассмотрены и утверждены. Марина Баринова, Вениамин Григорьев, Дом правительства.